К 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Ифраги в предприятии художественного ковроделия в Этрапе Бахарден-Агалского вилаята был создан уникальный ковровый портрет поэта. Размер ковра составляет 1,65 метра в длину и 1,3 метра в ширину, что дает общую площадь 2,15 квадратных метра. Для создания портрета использовали более 270 разновидностей шерстяных пряжей. С плотностью 480 тысяч узлов на квадратный метр ковер поражает своей высокой детализацией и качеством. На ковре изображен Махтумкули Ифраги, создающий стихотворение на фоне горного ландшафта его родного Геркеза. Работа над этим ковром заняла 2 месяца и была выполнена 3 ковровщицами. Конечно, есть большая разница между традиционным кровоткачеством и портретным. Особенно кропотливая работа плетения глаз поэта. Но за 2 месяца я не почувствовала никакой усталости. Поэт словно поддержал меня духовно. В будущем я хочу вплетать в ковры изображения халтикинских скакунов и алабаев, потому что они являются национальной гордостью туркменского народа. Айгуль Хомиева, одна из участниц проекта, впервые работала над таким масштабным и значимым ковром. Айгуль Хомиева рассказала, что ее любовь к ковроткачеству началась еще в детстве, когда она наблюдала за работой своей матери. Звуки гребня, напоминающие стук копыта халтикинского скакуна, навсегда остались в ее памяти. Ковровый портрет великого мыслителя был торжественно завершен, и по традиции после окончания плетения основы ковра были срезаны. Женщины, участвовавшие в создании ковра, радостно поздравляли друг друга, завязывая оставшиеся нити вокруг голов. Этот обычай символизирует защиту от невзгод и пожелание радости. На празднование 300-летия со дня рождения Махтумкули каждый приходит со своим творческим подарком. И наши ковровщицы создали вот такой чудесный ковровый портрет. Мы пришли поздравить их от имени профсоюза. Наш народ любит делать добрые дела ради великого поэта, потому что Махтумкули Ифраги навсегда живет в душе каждого туркмена. Ковер – это настоящий символ Туркменистана, как тюльпаны в Голландии или самовар в России. Махтумкули создал современный литературный язык своей страны, подобно Александру Пушкину в России, сблизив его с народной речью.